На мой взгляд, речь, конечно, идет о том, чтобы привычные нам услуги, сервисы, прежде всего со стороны государства, переводить в электронный вид, чтобы они тем самым были доступны, в том числе вот в тех местах, где человек находится. То есть, образно говоря, извините, приспичило там какому-то человеку, особенно пожилому, вот на отдыхе, там, в больнице или там где-то в дальнем населенном пункте что-то. Нужна какая-то справка. Да. Там, срочно записаться. А документов с собой нет. Нет, документов с собой нет. А нужно куда-то записаться, что-то решить вопрос. И наличие качественного или какого-то интернета и технического устройства может позволить в считанные минуты или секунды снять эту проблему. То есть речь идет об удобстве для всех жителей. На мой взгляд, проблема некоторого непонимания, и в том числе даже слово цифровизация многих пугает, связана с тем, что наша власть и не научилась еще пиарить, продвигать или, там, скажем так, продавать полезные, позитивные свои инициативы, объяснять. У многих начальствующих людей жив такой стереотип, что мы же делаем хорошее дело. Ну, вот что тут еще тратить время, силы на то, чтобы это объяснять? Вот в этом проблема. И для этого нужны в том числе экспертные какие-то обсуждения, такие мозговые штурмы, как здесь сейчас в рамках экспертного клуба. Это значит, что государство само еще не стало цифровым и электронным. Но пример Татарстана показывает, что в том числе представители власти понимают необходимость коммуникации с экспертным сообществом для того, чтобы найти наиболее удобные, интересные формы донесения вот этой информации до людей, разъяснения. И это очень здорово, когда у сильного, а власть сильная в Республике Татарстан, у сильного человека есть понимание, есть потребность в помощниках, в советах. Но это же хорошо, потому что гораздо хуже было бы, если я великий, умный, мне ничего не надо, я сам знаю как. Для большинства экспертов очевидно, что Татарстан признанный лидер как раз вот в цифровых историях. А теперь речь как бы про новый этап, новый уровень, новый барьер взять, стать лидером, маяком, примером для других регионов и в том, как продвигать эти инициативы. Потому что просто запустить можно. Взяли там, так сказать, эту методичку, попытались построить какой-то такой же сайт или там еще какой-то проект вот в этой условной области. А потом надо, чтобы по этой же другой, нарисованной нами здесь сейчас созданной методичке и убедить людей в этой области пользоваться этими услугами. И это необходимо. Внедрять эти стандарты и это сознание, и обучать как людей, что они могут не ругаться. Вот у нас популярно, да, сказать, с чем-то плохим вышли и давай, вы предложите конкретное. Вот в чем, не то, что власть плохая, а вот она плохая вот именно в этом вопросе. И его, конечно, так вот это все взаимосвязано. Конечно. И мы должны объяснить людям, научить их, что конкретную жалобу нужно уметь не просто вот кричать в никуда, что все плохо, а адресовать такому-то чиновнику. А он должен понимать, что он, значит, имеет очень считанное количество минут, часов, дней для решения этого вопроса. И чтобы эта вертикаль заработала. Есть разные рейтинги, которые ставят Россию на разные позиции в этих рейтингах. Где-то мы хорошо, где-то мы плохо. Вы упоминали, что-то мы четвертые с конца, да? Есть такой рейтинг. По одному рейтингу мы очень хорошее положение. Мы на 5-м месте по дешевизне мобильного интернета. Это факт. Великолепно это, да. И у нас тоже доступ к Wi-Fi и другим. В Москве, в Питере, в Казани, в Сочи лучше, чем во многих европейских столицах даже, не крупных городах, а столицах. Лучше, чем в Берлине, лучше, чем в Париже. А вот это у нас очень хорошо. Но есть общий уровень развития цифровизации, digital, так сказать, такой рейтинг, да, он высчитывается Евросоюзом. Вот Евросоюзу мы во многом, от Евросоюза мы во многом отстаем. Хотя и не полностью. Ряд стран Евросоюза, России в целом, опережает, прежде всего, Румынию, Болгарию и Польшу. И мы где-то вот так вот чуть-чуть пониже Венгрии и Чехии. Для Татарстана отдельно рейтинг не высчитывался, но мое такое общее представление о том, что рейтинг цифровизации Татарстана, Москвы и Питера, он выше даже немного среднеевропейского.
Ну, если слава богу. 80% услуг у нас оказывается в электронном виде, наверное, так оно и есть. Там много факторов, считается. Евросоюзу, знаете, с немецкой солидностью подошли, вы считали, поэтому нам трудно совмещать, но общее представление, действительно, что мы сейчас находимся где-то на среднем уровне Евросоюза. Но нам это недостаточно. Мы должны быть в лидерах, обгонять должны Евросоюз. Слушай, Евросоюз — это рыхлая страна, рыхлое содружество, они там толком решения принять не могут. А мы, единая страна, должны принять решение и вперед. Когда мы едины, мы непобедимы.